Всем привет! Это «Школьные новости» и с вами я, Софья Мальцева. Вот и закончилось лето, начались учебные будни. Кто-то может подумать, что мы, ученики, идем в школу нехотя, но это не так, ведь нас ждала насыщенная на события четверть. Давайте расскажу, что вас ждет в этом выпуске. В первый день учебного года школа открыла двери для самых юных учеников, первоклассников. Для всей России начало года всегда будет омрачено памятью о страшных событиях, произошедших в Беслане. Ученики школы узнали, насколько нелегко быть учителем. Они самостоятельно провели уроки, тем самым поздравив педагогов с Днем Учителя. Кто сильнее в интеллектуальном плане, команда учеников или учителей? В нашей школе с размахом прошел конкурс «Мисс Осень». Самая любимая, самая красивая, самая добрая. В школе поздравили мам учеников. Все мы ждем этот день. Да-да, несмотря на то, что иногда не хочется идти в школу, все мы хотим встретиться после лета с нашими любимыми учителями и одноклассниками. Как прошел День знаний в школе, в сюжете Дарьи Панюковой. Ведущие мероприятия поприветствовали учащихся и их классных руководителей. Традиционно слово предоставили директору школы Мартаковой Ольге Константиновне, а также гостям праздника. Одним из самых почетных стал член Совета Федерации России Дмитрий Шатохин. День знаний – это день счастья, и то, что счастье это реализуется замечательно в 18-й школе, это очень здорово. Хорошее настроение, хорошая школа, поэтому не буду долго задерживать. Всех с замечательным праздником, День знаний и с Днем счастья. Еще одним неожиданным гостем линейки стала Шапокляк в исполнении ученицы 10 А класса Полины Размановой. Все познакомились с первоклассниками, вышедшими рассказать стихотворение. С ответным словом выступили самые старшие ученики, выпускники нашей школы. Право дать звонок было предоставлено ученику 11 А класса Алексею Злобину и ученице 1 Д класса Софье Булышевой. В этот же день школа распахнула двери для 28 новых кадетов. Я рада приветствовать сегодня на нашей линейке новых пятиклассников, новых ребят, которые решили по зову души, я искренне так считаю, вступить в наше кадетское братство. На торжественной линейке участвовали все кадетские классы. Почетные гости пожелали кадетам держаться намеченных целей, идти до конца и никогда не опускать руки. Линейку вел ученик 9 М кадетского класса Вячеслав Каява и учитель музыки. В зал были внесены флаги России, Республики Коми и школы номер 18. Все ученики исполнили песню «Честь имею». Дарья Панюкова, Александр Мирошниченко. Школьные новости. 3 сентября во всех школах страны прошли митинги и уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ученики школы номер 18 присоединились к этому дню. Эта дата в России была установлена из-за трагических событий в школе Беслана. Тогда из-за захвата здания террористами погибло 334 человека, в числе которых 186 детей. Без вести пропали еще 200 человек. Ведущие митинга – ученик 11 А Алексей Злобин и ученица 10 Б Вероника Лишецкая объявили минуту молчания. Директор школы отметила, что эти события стали раной на сердце всего человечества. Перед школой собрались ученики всех кадетских классов, а также 9 Б. Школьники выстроили слово «помним» и дату 2004. Элина Алиева, «Школьные новости». Теперь ученики школы в Большом детском совете Республики Коми. Это почетно. В Сыктывкаре уже на протяжении нескольких лет работает детский общественный совет при уполномоченной главе Республики Коми по правам ребенка, в который теперь вступили ученики нашей школы из 8 А, 10 А, 10 Б, 11 А и 11 Б классов. В начале ноября состоялось первое заседание, на котором все познакомились друг с другом. После представления кандидатов в президиум прошли выборы на должности председателя и его заместителя. Участники совета обговорили следующую встречу, а также различные предложения по проведению тренингов и акций. Елена Нитовцева, Александр Мирошниченко. Школьные новости. День самоуправления в школе проходит раз в год. Именно в этот день ученики школы могут побыть на месте учителя и почувствовать, насколько сложна эта профессия.
День самоуправления в школе – настоящий праздник. Ученики на один день меняются местами с учителями и видят школьную жизнь с другой стороны. Старшеклассники самостоятельно готовят и проводят интересные занятия. Литература, математика, биология, физкультура – эти и другие предметы проводили ученики. Все дети школы занимались по расписанию уроков, утвержденному приказом директора на этот день. День самоуправления в школе представляет собой учебный день, в течение которого уроки и внеклассную работу проводят учащиеся старших классов. Директором школы был назначен ученик 11 А класса Алексей Злобин. Его заместителями стали Айсель Халилова и Андрей Павловский. Директор школы и его помощники в лице заучей старались решать все возникавшие проблемы быстро и эффективно. Новые учителя школы поделились своими впечатлениями о проведенных уроках. Дети были очень дисциплинированными, мало кто опоздал, слушались нас, отвечали на все наши вопросы. Было здорово. Я проводила урок математики у 9 Д класса, мне очень понравилось. Я проводила урок в виде игры «Где логика?». Мне понравилось вести сам урок, рассказывать о чем-то новом ученикам, чтобы каждый что-то извлек из этого урока. С одной стороны, все было легко, но не так уж и легко. Дети бывают очень трудными, иногда до них долго доходит задание и приходится несколько раз объяснять. Они были очень-очень непослушными, некоторые просто на задних партах разговаривали, и мы решали одно задание, целый урок почти. Как тебе роль учителя? Мне понравилось, было интересно, дети там хорошо отвечали, нужно было спрашивать их. Очень сложно и, в принципе, интересно. Такие неописуемые эмоции, нужно попробовать себя, так сказать, в шкуре учителя, чтобы самому все почувствовать. Не сказал бы, что это легко, но это новый опыт, и он мне понравился. Тяжко, особенно с некоторыми классами. Но на самом деле очень интересно. Особо никто никого не побил, никто никого не обозвал, никто не выбил окна, никто не умер, так что, думаю, хорошо. Элина Алиева, Александр Мирошниченко. Школьные новости. На церемонии награждения в стиле «Оскар» чествовали лучших учителей школы по мнению учеников. Мероприятие было приурочено ко Дню учителя и прошло в актовом зале школы 4 октября. Специальная комиссия по оценке качества труда учителя, состоящая из глубоко уважаемых и достойнейших учащихся школы, вынесла постановление о присуждении номинации года. На протяжении 2 дней ученики школы голосовали за самого любимого, доброго, креативного, строгого, сильного, умного и хайпового учителя школы номер 18. Учителя были отмечены наградами за свой нелегкий труд. Им вручался диплом за победу в той или иной номинации, а также календарик в виде Оскара с фразой «Учитель – это режиссер человеческих судеб». Право открыть торжественную церемонию награждения учителей было предоставлено директору школы Мартаковой Ольге Константиновне. Творческий подарок – танец с бубнами – подарил детский коллектив народного танца «Метелица». В номинации «Лучший учитель» по мнению учеников в этом году стали Майбурова Кристина Андреевна, Оптовка Валентина Николаевна, Кикоть Алла Ивановна, Приходько Елена Александровна, Осипова Ольга Николаевна и Гребенкин Сергей Александрович. С остальными номинациями вы можете познакомиться на сайте школы. Напоследок учителей поздравил коллектив «Метелица» танцем «Челябожская походка». Елена Воробьева, Александр Мирошниченко. Школьные новости. «Что, где, когда» – одна из наших самых любимых интеллектуальных игр. Каждый месяц ученики проверяют свои знания. Но каково сражаться с учителем за право быть лучшим? Давайте узнаем. В преддверии Дня учителя в школе прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». Конкуренцию школьникам в борьбе за первое место составила команда учителей. На игру пришли команды 7 А класса «Золотой компас», 9 Б номер 1, 10 А «Шептуны», 11 Б «Калибри», команда 8 класса, а также педагоги. Они играли в 2 командах. В их состав вошли учителя истории, ИЗО, математики, биологии, английского языка, русского языка, а также заместители директора. Организаторы составили вопросы, близкие к тематике праздника. Помимо традиционных вопросов на знание и логику, были туры о музыке, социальной рекламе и фильмах.
Игра подарила участникам и минуты серьезных раздумий, и моменты искренней радости от взятых вопросов. По итогам игры 3-е место заняла команда учителей, 2-е место у 10 А класса, 1-е место заняли ученицы 9 Б класса и 2-я команда учителей. Элина Алиева, Александра Исакова. Школьные новости. Когда еще девушки могут показать себя во всей красе, в осеннем платье, прической и макияжем? А еще и приготовить изысканные блюда. Кто стал мисс и мистером осень, расскажет Ирина Матюшенкова. Безусловно, самое яркое осеннее событие в школе – это конкурс «Мисс» и «Мистер осени». В этом году учеников нашей школы ждало нововведение. На этот раз в конкурсе приняли участие и мальчики. Ежегодный осенний конкурс собрал 18 участников из начальных классов и 39 из 5-11. Каждый из конкурсантов показал свои таланты и костюмы. Подготовиться к конкурсу нужно было заранее. Участников ждали 4 испытания. Компетентное жюри, в состав которого вошли учителя школы и активисты самоуправления, оценивали по 9 критериям. Сначала участники представились и показали свои костюмы. Дефиле было весьма эффектным. Второе испытание представляло собой конкурс талантов. Ребята подготовили творческие номера. Это были стихотворения об осени, песни, танцы и просто музыкальные номера. Во время 3-го этапа ученики 1-4 классов показали свое мастерство через поделки на осеннюю тематику, а ученики 5-11 классов через кулинарные шедевры. Чего только не приготовили. Жюри по достоинству оценило оформление и вкус блюд. Пока шел подсчет оценок, ведущие провели перекличку групп поддержек. Болельщики до хрипоты скандировали кричалки в поддержку своих участников. Подробнее с итогами конкурса вы можете познакомиться на сайте школы. Ирина Матюшенкова, Элина Алиева, Александр Мирошниченко. Школьные новости. Мы редко признаемся им в любви, а надо бы каждый день говорить: дорогие наши мамы, мы вас любим. В каких интересных вариациях ученики нашей школы признались в любви к мамам, расскажет Полина Разманова. 22 ноября прошел концерт, посвященный Дню матери. В зале собрались более 100 мам учеников нашей школы. Ведущие из 10 А класса София Мальцева и Владимир Сазанский поприветствовали мам и пожелали ненадолго оторваться от повседневных забот. В этот день дети по всей России поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают праздники. Открыли концерт ученики 5 В класса со стихотворением «Скажите, откуда я взялся?». Все номера были оригинальными и трогательными. В своей любви к маме со сцены признались ученики таких классов, как 1 А, 1 Д, 4 Б, 5 А, 5 К, 6 А, 6 К, 5 Г, 5 Б и 10 Б классы. Мамам зачастую приходится нелегко. Стирка, уборка, глажка. Вместе с детьми учат уроки, штопают школьную форму, варят манную кашу. Весь список дел и не перечислить. При этом еще и школе, и классу умудряются помогать. Их супергеройские заслуги перед школой отметила заместитель директора по воспитательной работе Ишутина Елена Васильевна. Также мам поздравлял ансамбль народной песни «Метелица». Закрыл праздничный концерт номер 4 классов под руководством Звоновой Ольги Сергеевны. Полина Разманова, Элина Алиева. Школьные новости. На этом все. До встречи в следующем выпуске. For me.